Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 28 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики, уважаемому Си Цзиньпину, в которой, в частности, говорится: «Уважаемый господин председатель, с прискорбием воспринял известие о гибели и увечьях большого количества людей в результате сильного пожара в одном из жилых комплексов города Гонконг Китайской Народной Республики. В связи с этим тяжелым горем выражаю искренние соболезнования и слова сопереживания вам, родным и близким погибших, всему дружественному народу Китая. Всем пострадавшим желаю полного выздоровления». В Таджикистане наряду со всем миром проходит глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». Это международная кампания по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, которая проводится ежегодно с 25 ноября Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин по 10 декабря, Дня прав человека. В рамках данной культурной мероприятия состоялось собрание под названием «Семья без насилия», организованное исполнительным органом государственной власти города Душанбе. Подробности в нашем сюжете. На торжественном открытии мероприятия под названием «Семья без насилия» в рамках международной акции «16 дней активных действий против гендерного насилия», которая состоялась в культурно-развлекательном парке имени Абулкасыма Фердовси, приняли участие председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан и заместитель председателя столицы. Выступающие подчеркнули, что проблема насилия в семье является одной из самых актуальных тем для мирового сообщества. И, к сожалению, насилие стало неотъемлемой частью жизни некоторых семей и одной из причин их распада. На мероприятии присутствовали представители государственного учреждения Центра самосознания женщин города Душанбе, Управления по делам женщин и семьи столицы, а также ответственные сотрудники отделов и секторов по работе с женщинами и семьи из районов города. Специалисты данной области и другие заинтересованные лица также внесли свой вклад в обсуждение данной важной проблемы. Насилие в семье рассматривается как распространенное и опасное поведение, которое грубо нарушает права и свободы членов семьи. Это явление часто приводит к распаду семейных отношений и даже самоубийствам жертв насилия. И в продолжении мероприятия также была представлена яркая концертная программа, в которой участвовали известные артисты страны. В Душанбе прошла международная научно-практическая конференция «Единый стандарт бизнес-образования Таджикистана». Мероприятие было организовано Национальным союзом менеджеров и маркетологов и Академией управления и бизнеса при поддержке Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана. Государственным предприятием Монатбонк Государственного банка Таджикистана прошла научно-практическая конференция «Единый стандарт бизнес-образования в Таджикистане». Участники отметили, что современное бизнес-образование уже не является лишь дополнительной областью знания, а представляет собой ключевой элемент экономического развития страны и повышения ее конкурентоспособности. Менеджмент, стратегия развития, финансовый менеджмент, инновации и маркетинг – все эти направления необходимы для эффективного функционирования предприятий, компаний, а также государственного и частного секторов. В условиях растущей конкуренции на рынке труда Таджикистану требуются высококвалифицированные кадры, профессиональные управленцы и предприниматели с практическими знаниями. Эксперты подчеркнули, что в сфере бизнес-образования существуют серьезные проблемы: отсутствие единых стандартов, разночтение терминологии, дублирование программ и несоответствие академических знаний реальным потребностям рынка. Главная цель конференции – разработка единой и скоординированной структуры национального бизнес-образования, которая должна включать многоуровневые программы от MBA Kids до DBA, единые профессиональные и образовательные стандарты, международное партнерство и признание, систему повышения квалификации преподавателей TOT, а также механизмы стимулирования инвестиций и поддержку в сфере предпринимательского образования. На конференции был представлен проект концепции единого стандарта бизнес-образования, направленный на снижение фрагментации программ, создание единого образовательного
образовательного языка и повышения конкурентоспособности специалистов на рынке труда. По итогам мероприятия был принят важный рабочий документ «Резолюция конференции и декларация достижений в области менеджмента», которые станут основой для дальнейшего развития бизнес-образования в стране. С 20 по 30 ноября в общеобразовательных и дошкольных учреждениях была организована и проведена акция «Открытый урок по правилам дорожного движения». Подробные разъяснения по этому поводу. Анализ показывает, что в последнее время ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием детей и подростков в областях, городах и районах республики остается тревожной. С целью повышения дисциплины участников дорожного движения, особенно детей и подростков, а также снижения аварийности с их участием, с 20 по 30 ноября в общеобразовательных и дошкольных учреждениях сотрудники отдела государственной автомобильной инспекции Управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе в соответствии с планом мероприятий провели разъяснительно-профилактическую работу. Первый такой открытый урок был проведен в средней общеобразовательной школе номер 72 района Фирдавси. Инспекторы рассказали учащимся о правилах дорожного движения, переходе через подземные переходы и других аспектах безопасности. Школьники проявили активность и показали, что хорошо знают значение цветов светофора, даже проводили игры, связанные с этими правилами. В средней общеобразовательной школе номер 19 района Сино также состоялась встреча с ответственными лицами, которые разъяснили учащимся важность соблюдения правил, в том числе порядок посадки и высадки из автобусов и других видов общественного транспорта, а также необходимость быть осторожными на автомобильных дорогах. В Центре детей и подростков района Сино постоянно организуются различные конкурсы и мероприятия. На этот раз там был проведен конкурс по правилам дорожного движения, а также открытый урок с участием сотрудников Государственной автомобильной инспекции. Представители отдела говорили о правильном воспитании подрастающего поколения, соблюдении правил перехода дороги, отказе от использования личного транспорта родителей и привлечении детей к конкурсам и олимпиадам высокого уровня, а также обсуждали другие актуальные вопросы. В связи с этим руководителям образовательных учреждений рекомендуется серьезно организовать преподавание правил дорожного движения, чтобы сформировать у учащихся высокую культуру городского поведения и снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В рамках республиканской конференции, посвященной теме тенденции развития человеческого капитала в системе высшего профессионального образования, состоявшейся в Таджикском государственном университете коммерции, собрались многочисленные эксперты и специалисты из различных государственных структур и высших учебных заведений страны. Какие вопросы обсудили участники мероприятия, расскажем в нашем сюжете. В современных условиях человеческий капитал считается важным фактором экономического и социального развития общества, от качества которого зависит прогресс во всех сферах. Он занимает первое место среди долгосрочных факторов дальнейшего развития экономики по сравнению с природными ресурсами, материальными или финансовым капиталом. Поэтому развитие человеческого капитала в стране определено как приоритетное направление деятельности правительства Республики Таджикистан. Об этом отмечали в выступлениях представители Таджикского государственного университета коммерции на очередной конференции, организованной в этом Центре науки и образования. В связи с этим Республика Таджикистан постоянно направляет инвестиции в человеческий капитал с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики. Действительно, развитие и использование человеческого капитала находятся в центре внимания правительства страны. Участники отмечали, что лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем выступлении в Маджлисе Оли Республики Таджикистан неоднократно отмечал, современное развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности невозможно без развития человеческого капитала. В связи с этим уровень развития и эффективность использования человеческого капитала имеет первостепенное значение для государства и правительства. Развитие человеческого капитала является ключевым фактором повышения уровня, качества и эффективности социальных секторов, особенно образования и здравоохранения, науки и инноваций, а также эффективной деятельности научных учреждений. В свою очередь, развитие науки и образования является ключом к прогрессу всех сфер и важнейшим фактором обеспечения стабильного будущего государства и благополучного будущего общества, подчеркнули докладчики в своих выступлениях. Данная конференция представила возможность преподавателям, исследователям и студентам
студентам ознакомиться с актуальностью выбранной темы и в будущем эффективно использовать ее для подготовки научных работ. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.